Ну что, дорогие участники нашего круглого стола, сегодня мы решили провести заседание комиссии. Фактически у нас комиссия по природопользованию и экологии Общественной палаты, но думаю, что тот вопрос, который выносится, он очень тревожный и очень беспокойный и затрагивает, наверное, не только членов одной комиссии, но это наша общая боль, которая, к сожалению, возникла. Ну и, может быть, еще и, к сожалению, в том, что это уже не первый раз, когда происходит такое страшное явление. Мы сегодня хотели бы поговорить о том, что произошло и как нам построить, как найти общие точки соприкосновения и в совместных общих усилиях решить ту проблему, которая на сегодняшний момент имеет быть у нас и в стране, и в республике. И, к сожалению, как мы сказали, с плачевными, очень тяжелыми результатами. Разговор о смерти от собак, от девочки, подростка Виктории Кашубы в поселке Чульман Нерюнгринского района. Ну и сегодня у нас на нашей встрече присутствуют члены Общественной палаты, присутствует руководитель аппарата уполномоченного по правам человека, так как Сардана Михайловна не смогла быть, то у нас Мария Дмитриевна Федорова присутствует, Александр Павлович Атласов, у нас депутат Государственного собрания Ил-Тумен, присутствует в режиме онлайн. Ну вот вы видите, что у нас достаточно много участников в режиме онлайн присутствует. Ну и, наверное, начнем. Михаил Михайлович, вам слово. И мы готовы сегодня конструктивно, хотелось бы поработать в результате, чтобы у нас вышел какой-то общий результирующий документ. Ну, мы все люди государственные, далекие от эмоций излишних. И с другой стороны, мы помним все, мы помним историю и ту всю процедуру корректировок. У нас есть много специалистов, которые уже на этапе, только когда это все планировалось, предупреждали, говорили о проблемах. И надо сказать, что Якутия оказалась тем местом, с которого, можно сказать, пошла борьба, потому что вы прекрасно помните, что когда по ветеринарным показателям было принято решение гуманно усыпить определенное количество собак, заболевших, и после того, как их усыпили, это была зима, конечно, в этот период у нас, на самом деле, для сведения нету таких устройств, которые утилизируют биоматериал, поэтому, соответственно, их до весны оставили на хранение в контейнере. Ну, у нас очень активные так называемые зоозащитники, которые во всех этих вещах видят антигуманные проявления по отношению к собакам. Это еще в то время не было никаких законов, конституционных изменений и законов. Была поднята большая волна, и, соответственно, в тот момент произошла такая ситуация, что причиной этих всех бед оказались ветеринарная служба, полиция республиканского департамента по ветеринарии и, соответственно, вплоть до того, что руководитель департамента, хотя он действовал строго по инструкции, был снят с работы. Пункт передержки животных администрации города Якутска в то время была Сентьева Сардана Владимировна. Она передала фактически муниципальное предприятие под управление зоозащитников. Были люди, которые руководили, и в тот момент, конечно, пошел процесс, по которому такая была довольно большая волна, в которых стали поддерживать и финансово,
и пошли первые процедуры по увеличению объема финансирования. Мы сейчас примерно знаем цифры, без точных деталей, наверное, нам профессионалы подскажут, что бюджет из года в год на расходы по содержанию, эта статья увеличивается, и при всем при этом мы находимся в ситуации, когда катастрофически не хватает ресурсов на многие задачи. Поэтому мы примерно, наверное, знаете, опытные люди, что у нас за всю эту историю, период, который мы в историческом вещи знаем, уже 5 человек уже ушло от укусов собак. Это разные регионы, и Тикси, и вот сейчас Чульма последний. Наверное, знаете такой, помните случай, когда это было в городе Якутске, и каждый раз оказывались в правовой коллизии, по которым просто то, что предлагалось, корректировки, закончилось тем, что на федеральном уровне принято решение передать решение части вопросов на региональный уровень, и, соответственно, дальше это ушло по полномочиям на муниципальный уровень. И сейчас объем всех этих функций, всех этих работ очень большой, сложный. Депутаты приняли, по мнению общественности, достаточно неплохой закон. Мы его распространили, где просто вы видите, какие строчки были перечеркнуты, какие вписаны, дописаны, какие оставлены. И есть то, что многие из вас знают, что, во-первых, гуманное умышление, будем так говорить, эвтаназия, это, мне кажется, термин больше для людей, касается здесь умышления собак гуманным способом. Уже для агрессивных он должно проводиться сразу. Для тех собак, которые могут найти хозяева или найти новые хозяева, или забрать нерасторопные хозяева, дается месяц. А дальше по нашему республиканскому законодательству наступает этап бездомных собак, бесхозных, их можно и уже тоже такой же гуманной смерти подвергать. Это бы, конечно, существенно уменьшило нагрузку на бюджет, но на этот закон, который подготовлен Госсобранием Тюмена, было подано протест в прокуратуру, Верховный, различные суды. Да, и, соответственно, сейчас этот закон, принятый Госсобранием Милдомен, он приостановлен. И вот так получилось, что в сентябре 17-го, если память не изменяет, был закон приостановлен, и вот мы получили такой несчастный случай. Здесь присутствует человек, который может считаться, является одним из авторов вот этого нашего республиканского закона по полномочиям, которые нам Госдума передала, Александр Павлович Атласов. Александр Павлович, может, чуть-чуть уточнит, подкорректирует меня. Он более детально каждую строчку, каждую запятую этого закона через себя пропустил. Александр Павлович, пожалуйста, мы знаем вашу информацию, которую вы пустили в соцсети, на СМИ. Большое спасибо за то, что вы просто прояснили всему обществу, как работал Илтомен, какую огромную работу вы проделали по корректировке всех положений. Спасибо, пожалуйста. Да. Слышно, нет? Слышно. Громче. Добрый день, уважаемые участники заседания. Член Общественной палаты, уважаемый Станислав Семенович. То, что сейчас Алексей Михайлович, мы, конечно, приняли этот закон в 2000 году, на 13 июня, вступил этот закон 11 июля текущего года. Тут давайте я уточню, допустим, ИЦ оспаривает пункт 5, части 2 статьи 10. Вот эта статья 10
Пункт 5, часть 2 пока приостановлен. Остальные статьи работают. Принятый закон. Вот, уважаемые участники заседания, для сведения хочу вас проинформировать, что, ну как вот историю, да, что в 2002 году принят закон Республики Саха-Якутия от 10 июля 2002 года под номером 45З о порядке содержания собак, кошек и экзотических животных и об ответственности их владельцев. Также в 2018 году принят федеральный закон от 27 декабря 2018 года под номером 498 ФЗ, ну, так в народе говорят, это закон Бурматова, об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В связи с принятием данного федерального закона, республиканский закон, вот ранее принятые законы, да, о порядке содержания собак, кошек и экзотических животных признан утратившим силу в соответствии с законом Республики Саха-Якутия, который был принят 27 мая 2020 года, закон под названием о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Саха-Якутия. Ну, закон утратил силу в целях приведения законодательных актов Республики Саха-Якутия в соответствии с федеральному закону. Тут с началом действия федерального закона 498 ФЗ об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по всей стране поступило очень много вопросов, замечаний и предложений. Для подготовки предложений по внесению изменений в федеральный закон в Государственном собрании Республики распоряжением председателя Государственного собрания от 28 февраля 2020 года была создана рабочая группа. Все вносимые от органов государственной власти и органов местного самоуправления республики, общественных организаций, граждан республики предложения приняты во внимание. Проведены заседания рабочей группы и круглый стол по обсуждению законопроекта, подготовленного рабочей группой. Подготовленный законопроект был направлен субъектам Дальнего Востока и Забайкалья, также другие субъекты Российской Федерации, по итогам рассмотрения которого они выразили свое согласие и поддержку по основным направлениям вопросам законопроекта. Также подготовленный рабочей группой проект федерального закона 15 февраля 2022 года был направлен в рабочую группу Бурматова Владимира Владимировича по разработке предложений по совершенствованию законодательства об ответственном обращении с животными, а также депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Данчиковой Галине Никите. Также после этого на заседании парламентской ассоциации Дальний Восток и Забайкалья в 2022 году принято обращение парламентской ассоциации Дальнего Востока к председателю Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Володину о необходимости совершенствования правового регулирования отношений в области обращения с животными без владельцев. По итогам поступивших предложений регионов Российской Федерации, в том числе по собранию Тюмени Республики, принят федеральный закон от 24 июля 2023 года 377 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Статья 7 дополнена частью 4, в соответствии с которым органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия по установлению порядка осуществления деятельности по обращению с животными и также определение перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности. В рамках переданных полномочий был принят закон Республики Саха-Якутия Государственным собранием в текущем году от 26 июня 2024 года
об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными. Ну, основной новеллой нашего указанного закона Республики выступает осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в пунктах временного содержания, что отсутствует в федеральном законе 498 ФЗ. В статье 7 Закона Республики закреплен порядок осуществления мероприятий в пунктах временного содержания. Также новым законом в статье 10 предусмотрены основания умерщвления животных без владельцев в пунктах временного содержания. Ну, там определенные порядки есть, в каких моментах и так далее. Да? Вот региональный закон основан на сложившемся мировом опыте, согласно которому метод выпуска животных в прежнюю среду их обитания является неэффективными, а необходимо регулировать хищных животных без владельцев. На данный момент принятый закон республики оспаривают, как вы уже сказали, зоозащитники из Ленинского района нашей республики. ИЦИ оспаривает пункт 5, часть 2 статьи 10 указанного закона республики. Он предусматривает основания для умерщвления пунктов временного содержания животных без владельцев, которые остались невостребованными. Ну, умерщвление производится не ранее 31 дня после отлова. Верховный суд республики признал эту норму недействующей, вот эту статью, как я уже сказал, не весь закон. 17 сентября текущего года Государственное собрание Тюмень республики планирует оспаривать решение Верховного суда республики в апелляционном порядке. Данные документы уже готовы, на дня уже отправим эти документы. Также вот у нас второй закон есть, да, вот действует на данный момент. Это у нас этот закон был принят 2 апреля 2014 года о наделении органов местного самоуправления, муниципальных образований республики отдельными государственными полномочиями республики по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в соответствии с которым из государственного бюджета республики Саха-Якутия ежегодно финансируется расходы муниципальных образований на реализацию переданных полномочий. В этом году всего предусмотрено изначально, как я помню, 82 миллиона рублей, и мы летом еще при корректировке бюджета добавили 10 миллионов. Итого в этом году всего предусмотрено 92 миллиона рублей. Указанный закон республики в рамках текущей осенней сессии планируется внести изменения в части совершенствования методики расчета субвенций, предоставляемых муниципальным образованием для реализации переданных полномочий. Законодательная инициатива правительства республики. Мы буквально на прошлой неделе этот законопроект рассмотрели. Конечно, со стороны прокуратуры, Минюста, замечаний не было, но правовое управление по собранию Тюмень замечаний достаточно. Вот поэтому на заседании постоянного комитета мы приняли в первом чтении, рекомендовали госсобранию принять в первом чтении. И в рамках второго чтения мы вот эти замечания совместно с правительством республики устраним. Вот поэтому, пользуясь случаем, тоже, уважаемые члены Общественной палаты, после пленарки, 22-23 пленарное заседание будет, госсобрание, и там решение примется, и мы срок до 8 ноября должны внести поправки. Вот по этим поправкам мы рассмотрим и надеемся принять данный законопроект 28-29 ноября текущего года. Параллельно с принятием бюджета Республики Саха-Якутия. Вот поэтому этот законопроект тоже очень такой актуальный, потому что определяет предоставление субвенции нашим муниципальным районам. У меня все, вот такая информация. Спасибо большое. Спасибо. Александр Павлович. Слышно, нет? Да, слышно. Да. Александр Павлович, нас слышно, да? Нас слышно? Рая,
Кто у нас на микрофоне сидит? Нас слышно? Слышно вас. Александр Павлович, скажите, пожалуйста, можно как-то... Все, у меня вот я такую информацию сдал, дальше будем работать. Он не слышит, кто у нас... Александр Павлович, вы мне подскажите, пожалуйста, о нормативно-правовом акте, допустим, вот 498 федеральный закон, там по умышлению идет только онкология. Возможно, ведь я думаю и считаю, что сейчас надо нам в этом нормативном правовом акте дополнить некоторые болезни, такие как бруцеллез. В городе Якутск до сих пор, допустим, у нас карантин по бруцеллезу идет. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, вот часть 2, пункт 5 статьи 10, видимо, слово умышление как-то по-другому ее, если записать. Как вы думаете? Тогда, мне кажется, эта вот статья пошла бы нормально. Ну давайте вот по второму вопросу, вот слово умышление, да, вот, ну давайте немножко подождем, наверное, потому что сейчас буквально на этой неделе, в начале этой недели, апелляцию дадим, да, вот после этого как примется решение, так и дальше. Это по второму вопросу, да. По первому вопросу, вот, допустим, вот федеральный закон 498 ФЗ, да, вот статья 16, приюты для животных, статья 11. В каких случаях, допустим, проводится умышление животных, содержащихся в приютах для животных, умышлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Вот только по таким... Да, я в курсе. Да. И вот мы... Я поправки выносилась. Поправок, свой закон, сказали. дополнили, да, вот, региональный закон статьей 10, там в каких случаях, ну, основаниями умышления животных, содержащихся пункта временного содержания животных, допустим, по 5 оснований. Это, ну, конечно, вот федеральный... Да, это как федеральная, она далеко не уходит от федерального закона. Но вы знаете, в федеральном законе, что и в нашем законе получается в НКА, это только онкология идет. Потому что ранее мы боролись тоже вот с этим законом, и вот эти 17 поправок, которые вот вы сказали, вот в 2022 году вы отправляли, да, и там наша поправка входила. Я точно знаю, что там только онкология идет. Надо ее как-то вот с ветеринарами, и это вот вопрос после вашей апелляции, надо отработать, чтобы туда и бруцеллез вошел. Потому что по бруцеллезу мы в основном стоим. Основная проблема по Якутии. Ну, подождем немножко. Да. Да. Вот это решение. А почему вот Верховный суд считает, что это у нас не действующая статья? Но это надо у них спросить. А почему? Они сказали, что закон же принят, решение... Вот тоже для сведения хочу озвучить, да, вот, вы тоже через СМИ знаете, наверное, вот, урядский закон, да? Да. Они ну, тоже оспаривают сейчас, да, вот, Верховный суд Республики Бурятии, они, ну, как бы направили в Конституционный суд Российской Федерации для пояснения. Вот это пояснение мы получили в августе, и там конкретно, ну, как бы в разрез федеральным законом там ничего не написано. Это с учетом природных климатических условий и так далее, там такие тоже аргументы есть. Вот поэтому я считаю, что мы самый такой верный, правильный закон приняли. Нет, мы приняли, да, это как раз-то правильный, верный закон, конечно. Но дело в том, что 498 он конституционный закон. Он как раз именно вот новый, с новой поправкой Конституции принимали, вот зоозащитное сообщество ее протащило туда. Поэтому мы федеральный закон, слово эвтаназия умышления не может туда
года внести, а в нашем законе вот после вашей апелляции, если все это пройдет хорошо, это будет замечательно, а если никак не пройдет, то в этом случае слово вот это нам надо будет как-то формулировку поменять, чтобы именно закон наш именно принялся. Потому что очень хороший закон вы этот сделали. Хорошо, услышали. Угу. Ну, я пока все. Так, Включи, можно включить? да. Александр Павлович, вот та сумма расчетная по субвенциям, которые сейчас существуют, 92 миллиона, я так предполагаю, что это абсолютно без таких вещей, как строительство приютов, которые, в принципе, по плану, по закону, по идее, теоретически должно быть построено. Как вы можете оценить примерно прогноз, насколько тянет этот федеральный закон на региональном уровне? Сколько миллиардов прогноз, можно сказать, или сложно? Это в каком смысле, Евгений Николаевич? Ну, нужно строить приюты, Ну, ППЖ, знаете, это же Евгений так. Николаевич, вот такие данные, я вот где представители управления ветеринарии участвуют или нет? Да, У меня участвуют. вот данные, сколько приютов, сколько пунктов временного содержания, Да. возможность финансирования и так далее, все у них имеется. Хорошо. Спасибо, Александр Иванович. Я просто хотел выяснить, что вы в курсе этой проблемы будущего увеличения на бюджет региональный, будем так говорить, ну, республики. Спасибо большое, Александр Павлович. Наверное, мы перейдем. Еще один вопрос. Александр Павлович, а вы вот по доработке закона, который Верховный суд отклонил, вы будете собирать рабочую группу, возможно? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я, как уже ранее сказал, давайте подождем. Просто если вы будете создавать рабочую группу, то мы хотели бы, чтобы общественная палата, кто-то из общественной палаты вошел в состав рабочей группы, чтобы мы тоже были и в курсе дела, и могли поработать. Хорошо? Я Да. понял. Мне кажется, Александр Павлович очень правильно говорит, потому что, по сути, надо сейчас не торопиться с созданием рабочих групп и так далее. Закон принят, работает, одну статью приостановили, будет это судебный процесс. Подождем, еще есть время. Мне кажется, общественность должна знать позицию и Верховного суда, и парламента. Вот, Александр Павлович, спасибо большое за то, что вы очень четко это сказали. Уважаемые коллеги, у нас есть в ВКС представители прокуратуры. Можно услышать ваше мнение по данному случаю? С одной стороны, приостанавливается действие закона, который прошел, в том числе, наверное, проверку прокуратуры, а с другой стороны, вот такой печальный случай, по которому надо уже возбуждать уже дела соответствующие. Представители прокуратуры есть? Пожалуйста, представьтесь для протокола. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. Позвольте представиться. Меня зовут Макарова Индияна Максимовна, являюсь прокурором отдела за исполнением закона в сфере экономики и экологии. Спасибо большое. Ну, вопрос прозвучал. Что-то вы можете, как вы можете прокомментировать вот эту ситуацию? И позиция прокуратуры по этому вопросу, какова, нам бы хотелось бы знать? По данному факту в настоящее время проводится проверка. Проверка не завершена. Органами предварительного расследования также возбуждено уголовное дело. Ну, в настоящее время, так как проверка не завершена, каких-либо выводов нету. В части надзорной деятельности могу пояснить, что по нашим мерам в 2023 году, а также в этом году было построено 4 приюта для безнадзорных животных. Это стоимостью более 10 миллионов рублей. Это в Анабарском районе, Мегино-Кангаласском, Кампонском и Высмайском районах. В текущем году построен 1 приют на территории Намского района. Что касается поселка Чульман, хочу пояснить, что в данном населенном пункте не имеется пункта передержки животных, а также приюта. В настоящее время осуществляется строительство пункта передержки, но опять-таки это не приют, это пункт передержки, который не имеет специализированного
специализированного ветеринарного блока, а также вольеров, которые бы соответствовали требованиям постановления правительства. Спасибо. Можно вопрос? Вот приюты, они имеют какой-то типовой проект? Скажите, пожалуйста, какие требования должны быть там по содержанию собак? Просто 4 приюта на 10 миллионов. Все-таки это не такая большая сумма, условно, в масштабах этой страны, но, мне кажется, зависит от размеров и так далее. Есть какие-то у прокуратуры такая информация? Конкретно типового проекта, конечно, в настоящее время нету, да, не создано нами, также по этому факту неоднократно вносились представления в правительство республики, также управление ветеринарии. Ну, главным требованием это является, ну, должны быть вольеры в данных приютах, да, индивидуальные вольеры, а также групповые вольеры, и самое главное это ветеринарный блок. А температурный режим? Температурный режим. В части температурного режима, конечно, да, согласно постановлению правительства, как раз таки вот для ослабленных животных, а также для щенят и должны быть теплые вольеры, будки. Спасибо. Значит, получается, 10 миллионов это только строительство, а еще какой-то объем будет на отопление, ну, понятно, содержание. Так же, да? И, соответственно, прокуратура вы будете требовать, чтобы везде строилось, везде утеплялось, коммуналка выстраивалась и так далее, да? Но на текущую дату исковые заявления практически всеми прокурорами районов уже предъявлены. Сегодня уже сделали. Понятно, но это только начало. По тем районам, в которых нет приютов. Данная работа ведется уже, ну, скажем так, лет 5 точно ведется. То есть, получается, сейчас по большинству крупных населенных пунктов приюты построены? В настоящее время на территории 19 районов и одного городского округа не имеется приютов. Не имеется или имеется? Не имеется. Нет. Еще, ну, 20. Из 36, Да, 20 да. не имеет. Больше половины. Пока Да. 4, и дальше процесс идет. Спасибо большое. Еще извиняюсь, вопрос. Когда Госсобрание Тюмень проходило, утверждала, прокуратура рассматривала вот, законность этих процедур, или вы не контролируете Тюмень в этой стадии? Законопроект, как мне известно, да, вот конкретно последний законопроект на положение, которое была принесена как раз таки жалоба, не направлялся, заключение мы не давали в связи с этим. Но вы все равно признаете, что закон действует по остальным пунктам? Действующий. Ну, согласна, да. Судебного решения. Спасибо. Да, только вот по пункту 5 части 2 статьи 10. Понятно. Но это по... В части востребованности, да. Да, по заявлению зоозащитников из Мирвинского района. Да, Так, все верно. Спасибо большое. Так, У нас присутствует в очном режиме Колодезников Игнатий Владимирович, руководитель управления ветеринарии республики. Вот что-то можно? Департамент. Да. Да. Знаете, Ну, Владимир, сюда, наверное, лучше. А? Не слышно. Что-то, как вот лучше, да, нам что-то может еще добавить к этому? мне кажется, можно... Нет, наоборот. Вот так, А да. удобно оттуда или отсюда? Нет, надо, чтобы его видели. Вот туда. Экран сейчас Здесь надо. Камера. Да, позрение. Экран. Экран. Николай Андреевич, Николай Андреевич, сумку со шнура убери. Ага. Тоже. Камеру поверну. Шнурка стрелять. И микрофон нужны. А? И микрофон. Поближе. Поближе к столу. Ага.
Чтоб слышали. Ну, не тоже, просто. может быть, Ну, может. Добрый день, уважаемые коллеги. основные... Меня зовут Игнатий Владимирович. Меня слышно, да? Не буду говорить. Я руководитель управления ветеринарии Республики Саха. По поводу, прозвучал вопрос по бруцеллезу, да? И как раз в этом новом законе, да, нашем, принятом, получается, как раз в статье 10, да, в пункте 2, в пункте 3 именно написано: обнаружение у животных признаков болезни, опасных для человека и других животных, либо если животное является не переносчиком этих болезней. Написано. Как раз касается по бруцеллезу, наверное, да? Так, это хотелось добавить. И по, если вкратце рассказать по деньгам, которые мы, республика выделяет на вкратце, Александр Павлович рассказал, но я его более подробнее скажу, что мы в 2024 году, да, действительно, вот 94 миллиона выделили, на 92 миллиона. 92 миллиона. У нас в планах, если заработает этот закон, у нас должно быть снижение, да, выделяемой субвенции, получается где-то на 30-40%. Мы вот такие вот делаем прогнозы. Но на данный момент по действующему законодательству у нас потребность 122 миллионов. Это у нас, если мы рассчитали по поголовью собак, да, в этом году, если в 2024 году более 3000, то в следующем году более 4000. С каждым годом увеличится количество Сколько собак. тысяч? 3000. В этом году более 3000, а в следующем году, в 2025 году прогнозируется более 4000. Как вообще? Поголовье собак. Ну, как в среднем размножается. Да, среднем. Что касается Чульмана и Нерюнгринского района, мы в 2024 году выделили 3 миллиона 222 тысячи рублей. У них потребность была 5, но вот в связи с да, и выделили в этом году 3 миллиона. Освоение, если вкратце рассказать, у них слабое, не стопроцентное, конечно, 20, по сравнению с, например, вот в 2023 году, если мы в Нерюнгринскому району выделили более почти 6,5 миллионов, освоение 84% по окончанию года. А по Чульману Нерюнгринский район выделил субвенцию в размере 640, а Чульман освоил всего лишь на 75%. Это в 2024 году мы выделили 3 миллиона 200 тысячи. На 5 октября они, муниципальное образование нам каждый месяц по 5 число отчитывается по освоению субвенций и составляет в Нерюнгринском районе 93%. По Чульману, что касается Чульмана, 506 200 рублей выделили в Нерюнгринский район, освоение составило 83%. Ну, если так вкратце, если есть вопросы, можно ответить. Вот здесь у вас по численности идет рост, и этот рост по какой методике рассчитывается, как вообще это планируется Да, в дальнейшем? мы запрашиваем муниципальное образование, и вот оно нам направляет Это их расчеты, да? определенное количество. Но они ведут учет или каким-то образом информация В получается? принципе, каждый приют должны, есть такая система СИЗИ информационная, там они должны регистрировать вот этих и чипировать безнадзорных животных. И очень много собак, да, безнадзорно появляется, вот, особенно вот осеннее время, когда вот дачный период Заканчивается дачный сезон, когда с дач едут и собак выбрасывают просто. Еще вопрос. Вы как в свое время
я слышал, ну, так люди говорили специальные, что Минсельхоз России должен был разработать процедуру учета, контроля вообще животных. И прямо говорили, что они в тот момент они не разработали это положение. Сейчас Минсельхоз разработал, да, и вышло, федеральный закон вышло постановление правительства Российской Федерации, номер 550, да, который мы все знаем. И туда просто не включились вот, домашние животные, как собака. Там только сельхозживотные включились. И сейчас мы разрабатываем и направляем в прокуратуру, направили в прокуратуру вот, закон об обязательном чипировании, регистрации домашних животных, именно собак, кошек. Сколько стоит один чип? Один чип, мы сделали данный законопроект по, взяли как пример Московскую область, 300 рублей. Ну, Там это регистрация сама бесплатная идет, это самое главное, да, что людей волнует. И человек оплачивает только за стоимость чипа. А вот это 300 рублей, оно покрывает расходы? Настоящая цена этой работы во сколько обходится бюджет? Ну вот смотрите, мы очень много, в этом году более 300 курсов пришло, да, к нам, это материалы с МВД. И основная часть там именно с владельцами. И мы не можем определить, найти владельца. Очень много отказов в связи с невыявлением именно владельца. Если бы животное было зачипировано, да, и там штрафные санкции, ну, сами знаете, там начинаются от 1000 до 50. В зависимости, что сделано данное. Отслеживание. Да, отслеживание. Был бы владелец, да, даже в пунктах передержки или в приютах вылавливают собак и не могут определить. ОСЛ сделали и отпустили, где поймали данное животное. И владелец доволен, что зачипирован, вакцинирован, кастрирован или стерилизован. Можно И вопрос? ему ничего не надо оплачивать. Да? А контроль и учет вообще, кто осуществляет за этими собаками? Чипированными? Вы, да? Или кто? Чипированием, да, государственная ветеринарная служба или могут частные. нет, вы имеете в виду, наверное, их когда Если обратно обязательно вернули, если они бегают по территории муниципалитета. сейчас добровольная. Сейчас добровольная. И кастрируют, да? Нет, вообще меня интересует вопрос контроля непосредственно. Ну, собаки же, вот в том же Чульмане, например, вы можете сказать статистику, сколько собак чипировано на сегодняшний день? Я прямо сейчас не могу. Вот, я вот это имею в виду. Вот кто контроль осуществляет? Контроль за кем? И проверку. За вами, да? Точно Или за чипировано? муниципальным образованием? За кем? Муниципальное образование? За муниципальным образованием. тут напишем Потому что чипирование. они Сейчас чипируют. Они свою работу сделали, передали, дальше уже Ну, они субсидию передали, деньги дали, а там муниципальное образование должно быть. Муниципальное образование, так же, как и приюты, и Не, они чипировали, но места. конкретно мониторинг количественный. Об этом же речь идет. Наверное, это Можно вопрос? местная администрация. Можно вопрос? Пожалуйста, представляйтесь, пожалуйста. Меня зовут Чингис Иванович, я как раз живу в Чульмане. Меня, как сказать, разочаровало, что департамент, во-первых, насколько я знаю, на сегодня назначил своего представителя аж на 2 района. То есть он сейчас, ваш представитель здесь работает не только на Нерюнгринский район, но и на Алданский. Это первое. Хотелось бы узнать, собирается ли усиливать департамент эту работу и все-таки выделять себе отдельного сюда человека в связи со сложной здесь ситуацией. Второе. Когда вы говорите про статистику и прогнозируете рост, при этом у вас нету методики, которая бы отслеживала именно безнадзорных животных, это настораживает. Извините, пожалуйста, за прямоту, но хотелось бы, чтобы департамент разработал методику по подсчету именно безнадзорных животных. То есть получается, когда вы говорите о прогнозе роста популяции, то вы
признаете, что стерилизация вообще никак не работает? Пожалуйста, ответьте. Насчет, у нас вакансия в Нерюнгринском именно районе открытая. До августа, нет, до августа месяца там был инспектор. Она вот написала по собственному желанию заявление и уволилась. Туда молодежь не идет, местные жители тоже не идут, зная, что там какие условия, да. Я, когда был в Нерюнгре, пытался, чтобы нашему специалисту выделили какое-то, ну, хотя бы общежитие там, я не знаю, да, жилье там предоставили. От Серебряного Бора, от головы и от головы города Нерюнгри отказные письма пришли. У них зарплата у инспекторов не слишком большая, я так сказал. Больше, ну, на руки, если у него классного члена нет, он грубо получает 50 тысяч. А снять однокомнатную квартиру в Нерюнгри больше 50 тысяч. Это он должен только снимать квартиру. Плюс еще деньги найти где-то добавить, да? От 50, по-моему, 3 тысяч стоит однокомнатная квартира. Да уж что. В общежитии там, я не помню, 45 что ли. У меня вопрос уточняющий. Получается, Российская Федерация не дала федеральных принципов подхода по учету безнадзорных животных. Вы проявили инициативу и вот дали проект закона о чипировании, в том числе там по бездомным, Да. в том числе. То есть вы в этом плане вот делаете такой вопрос, что у вас нет методики. На сегодня, да, на сегодняшний Да, но день. методика у вас, в принципе, существует, она в виде того, что вы запрашиваете, И а, выделяете. это хотя бы какая-то информация. Поэтому я в этом плане, ну, вот, констатирую факт, что какая-то попытка заполнения пустоты имеется, уважаемые коллеги, надо объективно признать. А вот, мне кажется, в проекте нашего решения надо написать, что Российская Федерация должна ускорить процедуру федерального масштаба. Иначе опять у нас получится, что мы сделаем свою инициативу, которую кто-нибудь возьмет также в прокуратуре и оспорит, что это вообще не есть основание. Но Да, да. молодцы, что вы, я считаю, молодцы, что вы это хоть какую-то нормативную пространство стали заполнять. Уважаемые товарищи, которые в Зуме, Да, давайте... пожалуйста, там был третий вопрос. Третий вопрос. У вас получается стерилизация никак не регулирует численность? Пожалуйста, ответьте. Да, вот это... Да, получается, да, стерилизация и кастрация пока не работает. А она не работает у вас. Вы говорите, что у вас вырастет популяция еще на 1000. При этом вы не знаете точно. Методики у вас нет. Цифры, которые по Чульману бегают, они от 300 до 1000 голов. Вы понимаете, о чем речь? Так же нельзя. Чингис Иванович, знаете, не воспринимайте меня как защитника госвласти, да? Я могу сказать, что данный процесс по поводу популяционных этих вещей, да, он на самом деле у ОСВВ, он по всему миру идет рост. На самом деле, только в идеальных случаях, где государство жестко держит учет именно на уровне хозяев, вот этих базовых, там более-менее порядок. Ну, у нас, получается, отсутствует вот эта первая низовая регистрация у как бы родившихся в начале. Поэтому вот это мы тоже в решении общественной палаты напишем, что мы должны поставить вопрос, чтобы эта низовая вещь должна быть заполнена. Мы, как специалисты, это давно говорили. Еще было до того, как эти все приезды было Илоны Броневицкой, там, Гавриловой. Об этом было сказано, что у нас пока нету жесткой системы работы, контроля с домашними животными. Вот людей, которые разводят собак, породистых, племенных, с паспортами, с продажей, там у них что-то есть, какая-то учетная вещь. Все остальное, честно говоря, нет. Я могу сказать по своему примеру, моя собачка, просто в ветеринарку мы ходим, там что-то, какая-то запись есть. Мне не обязывают ни чипировать ее, ничего не делать.
я был бы рад, если бы мне такое предложили. Но не предлагают, не предлагают и не надо. Поэтому в связи с этим правильно вы ставите вопрос, что ОСВВ в Якутии, она вот будет всегда увеличивать. В городе Якутске, если память не изменяет, когда-то проводили, там вообще цифры назывались от 3 до 8 тысяч. Вот такая цифра. Простите, я вас перебью, я понял вашу позицию. У меня еще 2 реплики. И если можно, пожалуйста, по существу ответьте, департамент. Дело в том, что в советские, в бамовские времена в Нерюнгри находилось 3 ветеринарных пункта и был свой собственный вольер на Гранитном. И почему-то была произведена оптимизация Якутском всей этой ветеринарной службы. И я так понимаю, что департамент ветеринарии у нас на сегодня заточен весь на скотоводстве. А на вот эти вопросы махнули рукой, в свое время оптимизировали, и я хотел бы, чтобы вы внесли в протокол предложение о том, чтобы восстановить ветеринарную службу в тех районах, в которых высокая плотность населения, а Нерюнгринский район это 2-й по плотности населения регион, чтобы их восстановили в этом самом объеме, который существовал в советское время. Это первое. И второе. Когда вы говорите об освоении денег, то я вам должен заметить, что Чульман еще и добавлял свои деньги в порядке перераспределения, потому что спрогнозировать реальную методику мы действительно с вами не можем. При этом мы с вами, я еще раз попрошу тоже внести в протокол, чтобы департамент ветеринарии обращался к академическим институтам, которые у нас есть на территории республики, и там работают вполне дееспособные доктора биологических наук. Так нельзя, ребята. Игнорировать такие большие проблемы и доходить уже до жертв в паузе в 10 лет в одном районе. Значит, Виктор Иванович, я как раз был человек, который присутствовал, когда приезжала Илона Броневицкая, Гаврилова, там выступала коллега Шадрина, Лена, отчество не помню, уже забыл. Она как раз рассказывала о той работе, которую проводила ее аспирантка, сейчас она защитилась, по численности и по учету в городе Якутске. И там доказывали, что вот ОСВВ не будет работать в крупных поселениях. Я с вами полностью согласен. Эта проблема как была, так и осталась. Мы ее в протокол занесем. У нас еще есть видео, и мы все оттуда, протокол будет длинный, большой, и он не сразу появится, уважаемые, поэтому имейте в виду. Спасибо большое. Какие-то есть еще вопросы? Еще вопросы есть? Я перебью немножко. 2019 год, весь этот расчет, он был занесен. Мы ее расчет вот этот, так же вот как и наш институт, также, соответственно, нас с Карелии ученые, именно зоологии институт тоже посчитал все это. И поэтому я думаю, что это не новинка должна быть. Все расчеты есть, и якутские ученые, и, соответственно, и других регионов. Это все одинаково посчитали именно по Якутии. А у меня вопрос еще, Игнатий Владимирович. Игнатий Владимирович, я так и не поняла. То есть вот статью 10, пункт 2, подпункты 3 признаков болезни. То есть вы конкретику не пишете по бруцеллезу умершли. Там же по федеральному закону идет у нас онкология. То есть на сегодняшний день, если ее вот так оставить при этой статье, да, то не получится ли так, что по бруцеллезу, когда вы их будете умерщвлять, то зоозащитные организации опять начнут оспаривать, потому что конкретно в нормативном правовом акте конкретики не будет. Ее надо прописать, я считаю. Если мы не пропишем, то это уже все. И они опять суды начнут выигрывать. Потому что законом конкретно онкология. Все, больше его ничего нету. Я с этим законом от начала до конца, и по этим поправкам, по всем этим отработала, поэтому эту штуку хорошо знаю. Будьте добры. Мне кажется, вот бруцеллез, и думаю, что коллеги тоже согласятся, что бруцеллез конкретику надо написать, и еще какие такие заразные болезни есть, и их тоже надо включить. Да. Алло. Еще раз повторите, это голос, звук пропал. Иван, прошу вас не так относиться пренебрежительно к зоозащитникам. Все-таки мы пытаемся очеловечить наше общество, и ничего плохого в этом законе я не вижу, федеральном.
Его надо исполнять. Я к чему? Я к тому, что, например, существующие регламенты, Закир Ивановна, можно я договорю? Да. Существующие регламенты по отлову или по видеофиксации. Я вам 100% даю гарантию и попрошу прокуратуру провести в этом плане, именно прокуратуру, провести в этом плане проверки, как исполняется регламент этого закона по отлову и видеофиксации именно на территории Нерюнгринского района в том числе, не говоря про всю республику. При потребности из 36 районов закрыть даже не 1/3, и при этом еще говорить о том, что не осваиваются деньги, но мы вам все равно их даем, и все равно даете вы их мало, даже не зная расчетные те потребности по каждому поселению. Но, ребята, это несерьезно. Конечно, вы правы, потому что расчеты все есть. И там очень огромные средства надо вложить туда, по строительству приютов. Я ничего против зоозащитных сообществ, ничего не имею. Любой человек начнет вас оспаривать. Надо вот в нормативно-правовом акте конкретно вот и прописать, какие болезни вот к этому относятся. Ну все правильно она говорит. Я попрошу впредь еще раз обратить ваше внимание в протоколе отразить вот это требование, чтобы вы по плотным населенным пунктам отрабатывали гораздо внимательнее. Ссылка на то, что вам ветеринара некуда поселить, но есть еще и районные администрации помимо поселенческих. Чингис Иванович, мы вас услышали и, как сказали, внесем это в протокол. Кто-то обращался еще с вопросом, Да, там вопрос. коллеги. Александр Ильич, добрый день. Добрый день, коллеги. Мы уж в школе заговорили за Нерюнгринский район, да, по численности и по финансированию. Разрешите, я добавлю заместитель главы района Лысенко Анна Александровна по вопросам ЖКХ. В данной сфере мы наделены полномочиями, имеем договор, соглашение с департаментом ветеринарии на осуществление расчетов и доведение средств до поселений. Так вот, как проблему изначально хотелось бы обозначить ту формулу, которую департамент ветеринарии определил в своем приказе по определению нормативной численности животных для владельцев. Если мы будем рассматривать этот вопрос на примере Чульмана, я вам хочу сказать, что значит, в 2023 году по норме они должны были отловить всего 42 собаки, а по дате, по факту 60. В этом году по норме они должны были отловить 13 собак всего, а просили 60. Если говорить о финансировании, то Нерюнгринский район в целом в 2024 году нормативно рассчитал больше 8 миллионов. Попросили мы по факту 12. Значит, получили в начале года всего лишь 3, как сказал департамент, что являлось около 40% от заявленных сумм. Потом мы обращались в феврале, в мае, в июне, в сентябре, в октябре о том, чтобы нам довели эти средства. В итоге на сегодняшний день, на 14 октября, мы получили официальный ответ от департамента ветеринарии, что нам доведут деньги в объеме 1 600 000. Это будет 24 год. Мы просили весь год. Год заканчивается. Нам доведут их сейчас в декабре. В объеме, который вообще не сопоставим к тем цифрам, которые мы просили. Это что касается 24 года. В 2023 году мы доявлялись на 12 миллионов по факту. А по норме было 9. Нам в феврале довели 1 791 000. Это 20% от заявленной суммы. Мы просили в январе, в августе, в октябре. Нам эти деньги довели в мае еще, там была сумма, по-моему, 4 700. В итоге мы по 2023 году от заявленных сумм получили 53%. Да, они были освоены не все, но неосвоение было связано с тем, что там была проверка в муниципальном образовании, и снятие было, насколько я помню, здесь Александр Михайлович присутствует, из-за не совсем точных расчетов по содержанию или еще почему-то, то есть это было не по численности. Поэтому, если уж этот вопрос рассматривается и он звучит так громко, мы, как Нерюнгринский район, я вам хочу сказать, готовы оказать содействие ветеринарии в части рассмотрения вопроса там
предоставления жилья возьму на себя такую ответственность, да, я думаю, глава района со мной согласится, предоставить, поискать это жилье, да, если будет обращение в наш адрес на инспектора, но и все-таки, если мы очень зависим от норм, тем более денег, просим пересмотреть вот эти нормативы по расчету животных, которые есть. Спасибо. Уважаемые коллеги, Абсолютно поддерживаю. Ребята, вы какие нормативы? Вы понимаете, популяция в тысячу голов, а вы что делаете? Чингис Иванович, ваша позиция понятна, как и вы сказали, моя позиция тоже понятна. У меня в этом плане, вот мы все собрались, одна из задач, которую было услышать от наших органов власти, что новый закон, будем его называть, который республиканский, позволил бы снизить на 30-40% расхода при нынешних вещах. Вот та позиция, которую сейчас мы обсуждаем по поводу доведения, недоведения, это похоже на ситуацию, когда проблема была создана это федеральным законом, когда было сказано, мы тоже извиняемся, люди, которые следят и знают, когда на федеральном уровне представители Госдумы говорят, что когда заносился закон, было сказано, финансирование из бюджета Российской Федерации этот закон не понесет. И когда мы сейчас видим, что все споры идут по поводу доведения, недоведения, процентов, освоения, методики, расчетов, это превращается в систему, что вот эти движения денег пошло. И это является основанием отнимать бюджет по другим статьям. И вот депутаты наши приняли закон, который кардинально меняет вообще эту методику расчета и все вещи. Может быть, тогда тех средств, которые вам доводят, в перспективе будет вполне хватать для тех функций, которые вам отведены. Поэтому я понимаю вашу позицию. Еще раз говорю, что норматив на перечисление неправильный у вас. Чингис Иванович, вы говорили, вас никто не перебивал. Дайте высказать. Послушайте, норматив утвержден, прошел через вещи. Мы сейчас честно признаемся, что да, закон действует, зоозащитники воспользовались своим правом, сделали. Мы же не говорим, прокуратура, вы не права, неправильно рассчитали, сделали. Мы говорим, да, закон суров, но он закон. Сейчас такая ситуация, но мы имеем право сказать ситуации, что у нас появился прецедент республиканского закона, который приводит к существенному снижению. Я считаю, 40% это статистически достоверное снижение, которое облегчит бремя, облегчит и решит проблемы, в том числе. Поэтому в том числе те проблемы, о которых вы, администрация, говорите, что позднее выделение и так далее. Мы превращаемся в систему, по которой вот постоянно будет требовать больше. Я же поставил еще вопрос по поводу приютов, которые должны еще больше строиться. И если память мне не изменяет, то точно изменяет. Говорили, что в центральной европейской территории типовой приют стоит где-то 15 миллионов. Вот если сейчас будут проверять проверку, я недаром спрашивал, про температурный режим, то я думаю, что большинство приютов, построенных в Якутии, не соответствуют требованиям, потому что там холодно. И температурных вещей не выдерживает. Поэтому эти барьеры очень скоро потребуют дополнительных средств. А вы сейчас говорите о недоведении средств крохочных вообще. 3-5 миллионов это крохи. Мой прогноз, этот закон как ком скоро перейдет на миллиардные обороты. И, уважаемые, сейчас мы стоим у ситуации, когда депутаты Госсобрания Илтумен приняли, на мой взгляд, может мое субъективное, правильный закон, который Госдума спустила полномочия на регион. Сейчас мы должны спокойно, без эмоций, разработать предложения нормативные акты и написать в соответствующую структуру. Общественная палата, структура, которая может инициировать и федеральные поправки наряду с Госсобранием Илтумен, со всеми структурами. И мы, наверное, этим правом воспользуемся. Да, для этого мы как раз... Потому что общество наше за последние, 5 лет, наверное, потеряло 2 людей. Я коллега Слепцовой Сарданы, это был великолепный ученый, химик, будущий доктор светила наук.
И вот, ладно, эмоций много, но просто когда видели фотографии, что там было, это просто жуть. Сейчас еще более жуткая трагедия. 12-летняя девочка, возможно, мама, многодетная, бабушка и так далее, ушла из жизни. Поэтому давайте все-таки в корне подумаем, что у нас сейчас создается возможность поправить все-таки. Когда в Якутии все это пошло, здесь у нас есть люди, которые были на той встрече, где там Илона Броневицкая, Гаврилова, там, не помню, как ее имя, все они просто продавливали вот эти все вещи. Это было, и здесь присутствуют люди. Я, например, знаю, что Ульяна Алексеевна Винокурова была на этой встрече, и она тоже очень пламенно рассказывала о том, что в Якутии статистику приводила, по 800 укусов было, кажется, в тот момент. Ульяна Алексеевна. Как раз слово предоставляю. Да, пожалуйста, Ульяна Алексеевна, вы один из тех людей, Простите, пожалуйста, я еще раз и отключусь, у меня нет времени. Пожалуйста. Прошу обратить внимание прокуратуру на то, что существующая методика нормативного начисления, которая есть в департаменте ветеринарии, все вот эти рассказы про законодательную инициативу, это время будущего. А сейчас есть реальность. И попрошу прокуратуру республики обратить внимание на этот норматив, который не соответствует реальности, и привести в соответствие его, и департамент ветеринарии призвать к порядку. Все, спасибо. Спасибо, понятно. Ульяна Алексеевна, пожалуйста. Это же основное. Это же основное. Что человеку нужно увеличить налоги. Конечно. Алексеевна, мы с вами были. Уважаемые члены Общественной палаты, уважаемые присутствующие, прежде всего хотелось бы выразить огромное соболезнование семье Вики Кашубова, как получилось, и в этом мы все разделяем, и не только соболезнуем, но и разделяем не только ваше горе, но и чувствуем свою ответственность, нашу разделенную ответственность. И еще, будучи депутатом Госдумы, мы принимали первый закон о кошках и собаках. Тогда даже не было такой необходимости, как будто такой, какая сейчас. Мы просто хотели упорядочить, исходя из Брюсселя того же, и из эпидемиологической ситуации. А сейчас, как вы видите, ситуация людоедская. Да. И мы не можем сейчас по этому поводу искать какие-то оправдания нашим действиям. И спасибо Общественной палате, что сегодня собрали тех, кто причастен к этой проблеме с разных сторон. Надо отметить в этой ситуации совершенно не человеческой ситуации, тем не менее мы говорим тем языком, который у нас присутствует. И этот язык совсем далек от того, что мы хотели бы добиться. Во-первых, проблема имеет философско-культурологическая суть. Еще Аристотель говорил, человек – мера всех вещей. Он превыше всего, а у нас все приравнены. Особенно собаки с человеком. Как это допустимо? Это философский неверный подход. Человек – мера всех вещей, и вся западная цивилизация на этом построена. На этом постулате до сих пор. И второе, просто чуть-чуть уходя в сторону, хочу напомнить, что в 2014 году президент Америки Обама объявил якутский скот на острове Чириково национальным достоянием Америки. За то, что они способны жить в холоде и питаться одной травой. Мы же думаем, как собак утеплить. Бродячих, которые родились в наших же природно-климатических условиях. На самом деле они в этом не нуждаются, если уж на то пошло. Наш якутский скот прекрасно ходит. А что, наши собаки в городе не могут, что ли, сами жить? Допустим, это я к тому говорю, что мы подходим к собаке как к человеку. А это животное приспособлено природно-географическим условиям нашей географической среды. Из этого надо и исходить.
Следующая ситуация, когда мы еще обсуждали то время с Броневицкой и позже, точнее раньше, 3 января 2020 года, когда мы потеряли Сарданович, резко изменилась. Ситуация именно общественная, политическая, в целом российская. Мы с вами находимся сейчас с военным бюджетом. У нас военный бюджет. У нас сокращение со всех сторон. Даже детского питания идет сокращение. А вот сегодня вот рассуждение идет, как увеличить питание собак бродячих, никому не нужных. Вздумайтесь, друзья, насколько у нас переместились наши ценности, которые мы облекаем в наши документы, правовые, нормативные. Наши сумошники, вы думаете, так хорошо питаются? Вздумайте. Поэтому ни рубля не должно быть в пользу диких бродячих собак, где бы они ни находились. Хоть в мегаполисе, хоть в Якутске, хоть в Нерункеле, хоть в какой-либо деревушке. Полный отказ от заботы о них. Они должны быть уничтожены. И вот тогда начнется другой отсчет. Вот именно то, о котором сейчас сказал Михаил Михайлович. Я хочу, хорошо изучали мы законы в связи с этим. Это наши законы, так называемые гуманные. Тогда, когда мы сами знаем, в военное время живем не до гуманности в самых различных аспектах. Вот законы, допустим, в Японии. Во многих странах, так называемых цивилизованных, законы настолько же серьезные по отношению к одомашниванию, домашнему содержанию хоть чего угодно, живого, в том числе кошек и собак. Вообще невозможно в Японии держать даже кошек. Скажите, Брамыги. Да. Да, не говоря уже о собаках, которые нуждаются в личном существовании. Работал. Да, там совершенно невозможно. Да. Столько надо перепон пройти, чтобы зарегистрироваться, столько налогов надо платить, столько угроз, штрафа и так далее, чтобы, упаси Боже, иметь такую живность. Богатые могут. Это редчайшие люди. А у нас, понимаешь, ребенка захотелось, или там чему-то. Вот. А бедная кошечка, бедная собачка здесь мерзнет, надо его подобрать. Вот так. Подбросили. Да, как угодно. Ну, мы понимаете, это культурологическое значение имеет. Конечно, мы люди очень добрые, по своей, особенно русское характер. Насчет кошек это вообще нечто. Уже собак, уже детей нету, а кошек много. То есть это особое, это культурологическое содержание это имеет, поэтому наша особенность в этом состоит. Но, когда речь идет о жизни ребенка и его смерти, мы должны выбрать жизнь ребенка. Несмотря ни на какие увещевания, существующие культуре, культуру тоже надо менять в пользу жизни человека, тем более беззащитного человека. Это вообще недопустимо. Как это удалось пройти Верховный суд? Я вообще удивляюсь. Как это можно было? Вот тоже, когда мы начинали вот это 3 января, этот собачий разговор, за 20 дней вот эта общественная палата города Якутска уже ставила этот вопрос. Давайте с собаками что-то делать. Не просто что, не дай бог, что случится. Не прошло и 20 дней, как уже случилось. И сейчас тоже, как Верховный суд закрыл эту статью, тут же случилось. То есть нужно... Какая-то мистика. Да. Нет, это не мистика. Ну, это речь идет о безответственности тех, кто принимает решения. Они не видят за этими законами, за этими своими постановлениями, решениями настоящую гуманную сущность принимаемых ими решений. Поэтому мы сегодня должны высказать свое общественное порицание
решению Верховного суда. Мы имеем на это право. Может быть, сейчас хитровяз действующих федеральных законов позволяет им принимать такие решения, но мы с вами защитники жизни, тем более детей. И мы обязаны по своей совести, по своему общественному положению и нашим ценностям, которые мы все с вами разделяем, стать на защиту жизни. Тем более вот такие нарастающие цифры, видите, прогнозом я просто удивил. А еще будет больше. Я даже переспросила и так и не услышала вас глазов. У нас пока 3000 беспризорных, теперь еще безнадзорных, еще будет 4 безнадзорных. 4,5. 4,5. Да, 4,5, да? То есть это прогрессивно, нарастающее. Тогда, когда на самом деле законы запрещающие, ограничивающие должно быть... Регулирование должно быть. Да, какое-то падение же цифр должно же быть. Это речь говорит о том, что общественность наша вот эта культура не запрещает. Значит, в мозгах у нас эта проблема еще сидит, в нашей культуре. Потом второй наш документ должен быть обращен к населению Якутии, чтобы они ответственно относились к своим, как называется? Питомцам. Это даже не питомцы, их так назвать невозможно. Друг. Какой там друг, извините? Собака. К содержанию собак. Да. Пока законы подтянутся, у нас сколько угодно страшных случаев. Поэтому нам нужно напрямик обратиться как часть публичной власти к населению. И сегодня мы должны выйти с обращением к населению. Прекратите Кормить. Нет, это нет, внутри, в семье содержать безответственно содержание собак. Сформулировать надо, чтобы в семьях был только их любимый питомец, а не тот, который в любой момент может быть выброшен и уничтожен или собаками, или сам он будет заниматься таким же агрессивным поведением. То есть это в наших силах на самом деле. И регулировать содержание собак через повышение культуры ответственного отношения к животным. Это очень важно. А все время уповать на какие-то ветеринаров или на каких-то там этих прокуроров, это не дело. У нас государство не очень правовое, это мы прекрасно знаем. И вот следующее, вот что я еще раз хочу обострить ваше внимание, у нас бюджет военный, мы находимся с вами в сложнейшей ситуации с него. Следовательно, мы должны действовать из этих позиций. Что есть приоритет? Спасибо. Спасибо. Молодец. Спасибо за является членом общественной палаты, но она... Нет, Ульяна Алексеевна до прошлого года была в составе 4-го совета общественной палаты, поэтому она очень болеет тоже за все эти попросим вопросы. Ульяну Алексеевну войти в рабочую группу по составлению этого обращения. Ульяна Алексеевна, вы на общественных началах в общественной комиссии общественной палаты поработаете на общественных началах? Хорошо. Спасибо. Так, ну по поводу, у нас здесь еще есть структуры, я хотел бы просто очень кратенько, раз такое дело пошло, вот просил Министерство сельскохозяйства, ЖКХ, экологии, финансов присутствовать. Нет, вот здесь, значит, у нас сейчас. город Якутск. Нет, это город Якутск, это уже пошедшее. По поводу, очень кратко, по всем те проблемы, которые создают собаки для министерств, пожалуйста, можете озвучить очень кратко. Если тут есть представители... Министерство сельского да, хозяйства. урон, проблемы для управляющей компании, в экологии для диких животных, Министерство финансов по увеличению бюджета и прогнозов. Вот можете очень кратко сказать? Или все хорошо? Будет ответ. Или хорошо вы любите, или мы вам официально запросим, потому что мы сейчас должны подготовиться, вот как Ульяна Алексеевна говорит, к боевым действиям.
Потому что вот новость, которую нам недавно сообщили, завтра прилетает Бурматов Владимир Владимирович в город Якутск. Якутск, надо с ним встретиться. Поэтому, соответственно, одна Давайте из пригласим его в задач... общественную Он палату. отказывается. Отказывается? Да. Но боится. Не хочет. Как А отказывается? почему? А как он отказывается? Ну вот, Так, коллеги, Нам предлагают давайте, написать вот у нас письмо не надо. от общественной Коллеги, палаты по встрече. Коллеги, Бурмату. у нас есть, давайте мы сейчас не будем устраивать, Не-не-не, да? Вот мы обратились к Министерству сельского хозяйства, ЖКХ. Есть какие-то у вас выступления? Да. Те, кто находится у нас в режиме онлайн? А я думаю, запросить именно и на этом. Нет, мы позвали, чтобы они уже без запросов просто дали, мы зафиксируем протокол. Не нужно точных цифр. Нет. Нам кто-то хотел говорить. Коллеги, кто-нибудь хочет? Минсельхоз. Здравствуйте, Министерство сельского хозяйства, главный специалист департамента животноводства Владимир Сыроватский. По оперативным данным управления ветеринарии по состоянию на сентябрь продаж с собаками, крупный рогатый скот 52 головы, лошадей 20 голов. Итого 72 головы. Это примерный ущерб составляет 10 миллионов. В прошлом году ущерб 13 миллионов примерно. Спасибо большое. Вот конкретно, если у вас это все готово, мы запросим такую маленькую справочку, нам официально дадите, чтобы мы документы имели. Хорошо? Спасибо большое, Владимир. Так, еще министерство есть вот также в кратком таком формате? В телеграфном режиме. Извиняюсь, что мы вас держим. Вопрос. Министерство сельского хозяйства. То есть Министерство сельского хозяйства нам сейчас дает цифры по данным ветеринарии, да, получается. А у вас, помимо ветеринаров, у вас же не зафиксированной ветеринарии тоже же есть цифры? Можете вы его озвучить, либо вот подготовить по запросу? Да, тоже хорошие. Общая информация. Валерия Петровна, они на самом деле, кроме как официальные через бумаги, не могут говорить. Да, вот на бумаге, пожалуйста, в будущем отразите вот именно зафиксированная какая цифра, да, и не зафиксированная ветеринар. Прогнозная, вы имеете право на да, потому что ветеринары у нас так и так могут же вот эти же цифры дать. Хорошо. Так, Минсельхоз это главный товаропроизводитель, и это на 10 миллионов, 15 миллионов товар исчез. Это получается, сколько процентов вообще падеж получается от всего имеющегося животных? Да, и дальнейшее у нас от Минэкологии тоже надо вот эти цифры. Закира Петровна, я как раз и спрашиваю, есть представители, может скажут прямо сразу. Закира Петровна, надо немножко подождать. Уважаемое министерство, есть что-то такое, которое можете сказать? Добрый день, уважаемые коллеги. Министерство экологии, Департамент охоты и сохранения охотничьих ресурсов, заместитель руководителя Дьяконов Егор Анатольевич. По поводу именно по одичавшим животным, одичавшим собакам, есть проблема, но мы в цифрах не можем пока привести, да, вот эти, но все равно есть такая практика, то что вот одичавшие животные, они представляют определенную угрозу, да, для диких животных, в частности, вот косу, задирает в весеннее время, допустим, такие примеры. А так мы готовы, в принципе, посмотреть у себя по запросу и ответить. Хорошо, спасибо большое. Егор Анатольевич, извините, Станислав Семенович, я задам вопрос, да, Егор Анатольевич? Да, прошу, Закира Петровна, задавайте. Егор Анатольевич, вы зафиксируете, какое количество этих одичавших животных в лесном фонде? И какой они урон наносят, как и волки? Вы же волков же считаете, а вот этих одичавших как? Вот нам вот эти... Давайте мы постараемся у себя отразить справки. Да. И, пожалуйста, это
ответным письмом отправить по одичавшим собакам и какой урон они наносят. Екатерина Петровна, все они поняли. Еще министерство есть? ЖКХ. Владислав Владимирович, сейчас. Сейчас мы слышим. Уважаемые... Слышно, да? Да. Да, это Кирсан, департамент ЖКХ, Министерство ЖКХ. Ну, как предложение, наверное, да, по контейнерным площадкам, там, чтобы в соответствии с Анпином обустроили владельцы земельных участков. В каком смысле? Да мусор. Вы чтобы были закрыты. Так, мысль как-то без глагола и как-то непонятно. Вы предлагаете, чтобы владельцы земельных участков обустраивали стационарные контейнеры, закрытые крышкой, баки, да? Ну, согласно Санпину, да. Да, согласно Санпину. Я думаю, это надо предложение... На самом деле в городе Луцке это практикуется довольно-таки хорошо. Да, И везде. сразу устранили, знаете, проблему не только собак, но и лошадей, когда лошади были... Не во всех местах. Ну, это видно. по крайней мере, это есть. Ну, а по земельным участкам почему, говорит, землевладельцы? Потому что много собак бегает по пригородам, и там По частным особые проблемы. территориям. А закрытых много вот в городе. Так, еще министерство, еще есть какое-нибудь? Минфин есть здесь. А уважаемый Минфин... Система ЖКХ, да, у нас получается по свалкам. Это же кормовая база не только бродячих собак, но и медведей. Последние у нас нехило также. Так-то тоже нападают на людей. И как обходятся вот эти свалки, как утилизация идет. И крысы. Вся информация нужна будет. Да, мы, наверное... Общую информацию да, запросим, чтобы запросим, сейчас на этом чтобы не это было, останавливаться. потому что готовиться надо... Да, вот это вот запишите тоже, скажи. Хорошо, спасибо. У нас хорошо, что Николай Александрович делает. Так, еще одно министерство, Минфин, потом мы перейдем. Минфин, вот Корнилов. Уважаемые Минфин... Добрый день, коллеги. Так, органы местного самоуправления наделены отдельными госполномочиями. Полной передачей полномочия является управление ветеринарии. Да? В 2025 по 2027 год управлением ветеринарии в рамках первого чтения закона заявлена потребность в сумме 122 миллиона 412 тысяч рублей. Исходя из количества животных без владельцев, подлежащих отлову 4959 голов. Так. Из них муниципальному району, Нерюнгрийский район, 7 миллионов 154 тысячи рублей. Исходя из количества животных, подлежащих отлову, 337. Так, в проекте закона о государственном бюджете на 2025 год будет предусмотрена данная сумма в рамках второго чтения проекта закона. Вот в текущем году, 24-26 год, субвенции по организации мероприятий обращения с животными без владельцев составляет 80 миллионов. Исходя из количества животных, подлежащих отлову, 2727 голов. Из них Нерюнгрийский район 3 миллиона 222 тысячи рублей. Исходя из количества собак, 120 голов. В государственном бюджете, в первом уточнении, предусмотрено 92 миллиона рублей. Исходя из количества владельцев, подлежащих отлову, 3387 голов. Из них в Нерюнгрии 3 миллиона 222 тысячи. Не менялся сумма. Так, поэтому в рамках внесения изменений в закон о государственном бюджете на 24 и плановый 25-26 годы во втором уточнении управлением ветеринарии заявлена дополнительная сумма в сумме 6 миллионов 158 тысяч рублей. Из них по Нерюнгрии 3 миллиона 91 тысяча рублей. По итогам заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на текущий очередной финансовый год дополнительные средства на данные мероприятия не предусмотрены.
На основании предложения Управления ветеринарии законом Республики Саха-Якутия, это второе чтение, на основании предложений органа местного самоуправления внесены изменения и распределения предусмотренных средств. Объем субвенции муниципального района Нерюнгринский район в проекте закона 24 год увеличен на 1 673 000 рублей и составил в общей сумме 4 895 000 рублей. Исходя из количества животных, количество 210 голов. Так, справочно, в 2022 году 93 миллиона рублей объем субвенции. Чиновнику дашь слово, у нас просьба, мы видим, что вы владеете цифрами. Мы часть цифр уже услышали, да? Да, уже были Но- озвучены. Нет, понятно. Так, Спасибо. имеется в виду, да, вот... Да, спасибо Минфину за то, что вы выделяете деньги. есть. Да, за то, что деньги есть. В этом плане... Так, в 22 году, так, неосвоенный остаток средств, это 1 039 000 рублей, это 22 год. Так, и неосвоенные средства, так, в 2023 году 1 002 000 рублей. Совсем немного. Вот такая сумма. Спасибо большое. У меня как раз... Хорошо, спасибо. Мы видим, что... Дайте, пожалуйста, Михаил Михайлович. Я бы хотела бы, когда наше министерство, тут все представители есть, сельского хозяйства, Министерство экологии и ЖКХ. Вот подскажите, пожалуйста, бродячие собаки к какому министерству относятся? Ведь на федеральном уровне они относятся к Министерству природных ресурсов Российской Федерации. А в Якутии к какому министерству? Точно. Департамент ветеринарии. Закира Петровна, кому вопрос адресуете? Вот кому из вас относится это бродячие собаки? Сельскому хозяйству, экологии или ЖКХ? На федеральном уровне Министерство природных ресурсов Российской Федерации бродячие собаки. Именно в департаменте ОПТ. А в Якутии где? Хотели бы узнать, потому что у нас же как раз в общественном палате я задала вопрос, и как бы спорный получается. Поэтому хотелось бы. Или у нас только департамент ветеринарии. То есть у нас крайний только департамент получается? Или как? Муниципалитет крайний-то сейчас. Муниципалитета, да. Да. Скажите, пожалуйста, какого министерства? Кого садят, тот и крайний. Нет, на самом деле, уважаемые, на федеральном уровне очень легко определить ответственных. Они делают нормативку, спускают вниз. Все, у них голова не болит. А дальше уже вот идет определенная ответственность. Финансы отвечает Минфин, они очень хорошо рассказали. По экологическим вопросам они тоже сказали. Минсельхоз... Михаил Михайлович, мне конкретика нужна. В России на федеральном уровне Министерство природных ресурсов. Там уже создана комиссия в департаменте опыта. Кто такие там вошли? Мы это все знаем, все видели, члены общественной палаты. А вот по Якутии конкретно какого министерства? Только департамент ветеринарии или какого министерства? Законом определен уполномоченный орган департамент ветеринарии. Да, конечно. И дальше какое министерство? Москва-то он Россия, это не Москва, это Россия. Закира Петровна, у нас департамент является, это структурой правительства, подразделением, которое является госорганом власти. Оно к министерству не Это я относится. тоже знаю. Не относится к министерству, оно самостоятельное. И мы вот, Игнатий Владимирович здесь присутствует, информацию нам все полностью дал. Мне кажется, понятный вопрос, министерство не отвечает, потому что это не их полномочия. Поэтому они Да, молчат. хорошо. А тогда зачем нам министерство мы сюда собрали? Слушайте, давайте это. Ну, Закира есть Петровна, у них министерство же... по своим функциональным обязанностям, которые отвечают за тот или иной участок Конечно, работы. Минсельхоз сказал об ущербе. Закира Петровна, ну не надо передергивать, мне кажется, Хорошо, все нормально. Закира Петровна. ЖКХ сказала, Минфин ответил, все по своим аспектам они осуществили. Давайте пойдем дальше. Хорошо, коллеги, у нас здесь в очном режиме присутствуют представители города Якутска, да, потому что город Якутск столица, и они уже слава богу, да, через это. Светлана Александровна Кармадонова, да,
Заместитель начальника департамента по работе с территориями окружной администрации. А нет, все видно. Нет, нет, уважаемые наверное, члены общественной палаты, уважаемые присутствующие как в очном формате, так и в режиме ВКС. Очень серьезную проблему мы с вами сегодня обсуждаем. И я, конечно, также присоединяюсь от себя лично и от окружной администрации города Якутска. Хочу выразить соболезнования семье, в которой погиб ребенок, трагически погиб ребенок. Я также хочу поблагодарить выступающую Ульяну Алексеевну. Примите искренние слова благодарности о том, что вы честно, правильно сформулировали то, что многие наверняка боятся озвучить. Это совершенно правильная позиция. И что я хочу сказать? Информацию по работе, проводимой в городе Якутске, простите, я не представилась, исполняющая обязанности начальника департамента по работе с территориями окружной администрации города Якутска Карматунова Светлана Александровна. Работа в городе проводится беспрецедентная, денег выделяется достаточно. Работа у нас проводится в ежедневном формате. В городе работает 3 подрядчика, 7 бригад работают у нас ежедневно. Мы проводим штабы в ежедневном формате. Вот сейчас как раз идет штаб, на котором я должна была председательствовать. В этих штабах у нас отчитываются о работе ежедневно подрядчики, территории, департамент ветеринарии, единая диспетчерская служба. Мы отрабатываем в режиме нон-стоп все проблемные вопросы. Безусловно, хочется подчеркнуть, что вот за 2 года действительно мы видим безнадзорных животных становится меньше. Но, к сожалению, с наступлением осенне-зимнего периода эти животные начинают увеличиваться. Почему? Потому что как раз безответственное содержание животных, у которых есть владельцы. И с этим мы с вами, несмотря на то, что департамент ветеринарии совместно с городом проводит рейды по частному сектору, проводя превентивные мероприятия, проводя беседы с жителями, выдавая памятки, составляя административные протоколы в случае, если выявлен владелец конкретного животного. Более того, у нас есть статистика в течение года, сколько составлено протоколов и в отношении которых вынесено постановление, и граждане заплатили определенные суммы. Работа ведется, но этого совершенно недостаточно. Почему? Потому что на законодательном уровне мы видим, в соответствии КоАП РСЯ, если составляются протоколы в отношении владельцев, которые нарушают правила содержания животных, им выносится постановление от 1000 до 3000 рублей. Мы понимаем, что это очень незначительная сумма. И мы видим, что происходит. Конкретный владелец, заплатив за определенное нарушение, тут же выпускает опять свою собаку на самовыгул. И мы видим, что это наблюдается в пригородных населенных пунктах и по окраинам нашего города, где частный сектор. То есть здесь, во-первых, законодательно нужно ужесточать очень серьезно ответственность по содержанию домашних животных. И штрафы должны быть серьезные. Я предлагаю, ну, я не лично от себя, а я думаю, что я выражаю мнение всей окружной администрации всего города Якутска, что штрафы должны быть 30-50 тысяч рублей. Чтобы это было серьезное, так сказать, удар по бюджету семьи. И только после этого граждане будут уже задумываться. Хотят они еще раз заплатить такой штраф, или все-таки они ее привяжут, свою собаку, и будут добросовестны? Это республики и города, это можно сделать. Я вношу на рассмотрение и на внесение изменений в кодекс Республики Саха-Якутия по административным КоАП РСЯ увеличение как раз ответственности материальной по данным статьям. Это статья 5.4, несколько подпунктов. Здесь нужно ужесточать ответственность владельцев животных. То, что касается чипирования, тема неплохая, но
я считаю, что всю зону ответственности мы с вами не сможем закрыть. Почему? Потому что мы понимаем, что владельцы животных, которые на летний период приобретают себе животных и потом выпускают, они просто не покажут их на чипирование. Мы это все прекрасно понимаем. Далее, то, что касается укусов животными, у которых есть владельцы, укусов людей собаками, а уж тем более, когда такая трагедия, это уже КоАП РФ, но там также незначительные суммы штрафов. Также незначительные суммы штрафов. Да, понятно, что если серьезные последствия было нанесено здоровью человека, там возбуждается уголовное производство. Но тем не менее, гражданин должен понимать и нести серьезную материальный ущерб из своего бюджета за то, что он недобросовестно содержит своего животного. Вот еще доказать это надо. Да, совершенно верно. Это очень сложно доказать. Очень сложно доказать. Что еще хочется сказать в этой части? Все-таки, конечно, мы понимаем, что есть граждане, которые защищают животных, любят, ценят. Но вот совершенно правильно было сказано, что нельзя ставить на одни весы жизнь и здоровье человека и, ну, скажем так, жизнь животного. Все-таки в этом направлении нужно вносить законодательно, постоянно. Постоянно. Так, Станчина, можно вопрос? Вот, бездомные собаки, они настолько хитры, даже когда вызовешь бригады, видишь собаку, они приезжают, их уже нету. То есть то ли они чуют, то ли как, по крайней мере, бывает оно так. Вызываешь, нету, потом приехали, их нету, вечером я выхожу, они снова появляются. Я говорю, звоню, ну, мы же рабочий день и так далее. У меня вопрос, был период, когда вот безрученком, казалось, она вообще не была заинтересована отлавливать и делать. Такое было впечатление, ее было, чем больше собак, тем больше ресурсов, больше внимания. Как сейчас там ситуация в нашем любимом ППЖ? Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать следующее, что действительно животные, бродячие животные, они мигрируют. И достаточно сложно их найти в том месте, где, например, поступила заявка. А заявки у нас поступают через единую диспетчерскую службу. Вот за отчетный период у нас более 1000 заявок было принято единой диспетчерской службы. Также через социальные сети, мессенджеры, чат-бот, везде отслеживается, везде проводится работа. Подрядчики работают, вот 3 подрядчика, в том числе и благотворительный фонд «Помоги выжить», работают. «Помоги выжить», они работают на пригородных территориях и в промышленном округе. А также у нас работает ООО СРБЖ и ИП Оганеров. Подрядчики работают, но мы видим, что те средства, которые нам выделены, они действительно осваиваются сейчас даже на 9 месяцев, осваиваются, прямо скажем, слабо. Почему? Потому что как раз причина в том, что очень сложно животное обнаружить. То есть это постоянно мониторинг территорий. И в этом направлении, помимо подрядчиков, мы еще работаем и с силами управ и пригородов. Каким образом? Во-первых, проводим субботники. Во-вторых, у нас в городе установлено около 30 ловушек. Ловушки устанавливаем в местах, где потенциально могут появиться данные животные. Но это что? Школы, это столовые, какие-то заведения, где продукты питания может лежать. Ломают, уносят, выбрасывают. Да, но тем не менее мы эту работу проводим. В ежедневном формате настраиваем эти ловушки. И в случае, если животное попадается, приглашаем также подрядчика, который животное забирает и увозит в центр. Нет, те, которые ломают, есть случаи, что их наказали? Ну, к сожалению, без системы видеонаблюдения в городе мы понимаем, что Мне сейчас... кажется, надо это тоже записать. Да, совершенно как-то верно. постараться, потому что в окружающих
можно что-то зафиксировать. И это Система видеонаблюдения, причем она должна быть такая, полностью охват должен быть по городу. Она необходима, ну, по разным другим направлениям, в том числе и по работе с животными. Вот сейчас в октябре город устанавливает 21 видеокамеру, но мы здесь работаем в отношении санитарных точек, потому что здесь тоже серьезная проблема. А надо, чтобы повсеместно видеокамеры были. Да? Хорошо. Коллеги, спасибо большое. Спасибо и большое. да, я хочу пожелать Общественной палате и гражданам, которые вот так активно заинтересованы, все-таки результаты нам. Всем результаты. Ну, чтобы... еще контроль, пожалуйста, за муниципальным предприятием, которые взяли, я считаю, наши зоозащитники, пускай они какие-то хорошие или нехорошие, контроль. Муниципальные деньги выделяются, плюс и благотворительные деньги. Как там учет ведется, как там кормовая база, как они доказывают документально. Пожалуйста, просто вот пожелание, контролируйте. Они же под вашим, да? Да, это у нас департамент. Спасибо большое. Переходим к федеральной службе ветеринарного санитарного. Дополните. Ну да. Это департамент жилищных. Сахаров Дмитрий Алексеевич, так, да? Туда проходи. Заместитель руководителя СЭКС города Якутска. Да. Служба готовится ветеринарный и фитосанитарный надзор. Ну, тоже объясняюсь коллегам, да, соболезную, утрате близким девочки, да. Так, ну, в принципе, Светлана Александровна все правильно сказала, наша позицию города, да. Но хотелось бы тут уточнить, есть одна, то есть, проблема по финансированию, да. Не насчет увеличения, сейчас у нас финансирование достаточное. То, что мы просим, то есть управление ветеринарии совместно с Министерством финансов. Ну, вы опасные слова говорите. Нерыгрицы получают 20-50%. Вы получаете 100%. Нет, не 100%. Они могут... Михаил Михайлович, не 100%, но достаточно, говорю. Вот. Достаточно. Им недостаточно, вам достаточно. Они укладываются. Потому что мы ставили этот вопрос уже 5-й год ставим. О достаточно хотя бы финансировать. Вот то, что мы заявку направляем количество больше, да, но все равно, ну, насчет бюджета, да. Дают меньше. Да, но, по крайней мере, у нас пока достаточно для работы. Видимо, у вас просто благотворительные фонды, вот дополнительные что-то... Так, ну, вот, сейчас, получается, передают нам средства на 1 год. А хотелось бы предусмотреть плановые хотя бы 2 года, 3 года, чтобы у нас бесперерывная работа прошла. Потому что в декабре у нас год закрываем, и финансирование у нас... Открывается. Да, финансирование открывается в феврале. Только, да, или года. в марте, да? Ну, получается, тогда у нас бригады, отловщики, да, без финансирования работают. Тяжелый случай, да. Поэтому вот пожелание из проблемных... Регулярность финансирования. Да. Но это общие проблемы всех. Ну, все сказали же, вот второе чтение будет. Ну да, там некий запас. Да. Спасибо большое. Так, уважаемые, у нас здесь федеральная служба тоже имеет слово ветеринарный. Я сейчас пойду, тогда сами уж выступать. Значит, закончим это федеральных служб и потом... Пусть подождет. Хорошо. Александр Витальевич, пожалуйста, вам... Александр Васильевич Жураковский. Витальевич. Витальевич. Ну, я бы хотел выразить соболезнования родным и близким девочки. И что самое печальное, то, что Татьяна Алексеевна сказала, дело в том, что это у нас, мы будем ждать уже следующего случая, и 100% он будет, понимаете? И проблема-то именно в этом законе. Я поэтому... Когда принимали этот закон, сразу там как бы вопросы возникают. Какой дурак или кто там сказал, что финансирования не должно быть? Этот бы закон не приняли, если бы там финансирование было бы. Это однозначно. То есть это чисто эти же есть товарищи, которые наперсточники. Вот.
Это одно. Второе, закон о животных. Ну а почему? Где кошки, где крысы, где мышки, где тараканы, наконец? Скоро и... Почему? Ну, по сути, это закон о собаках получается. Иначе говоря, этот закон приняли, потому что кто-то кому-то чего-то занес. Потому что у кого-то у жены завод по кормам, так сказать, для этого. Поэтому у меня очень большие вопросы. И, кстати, по закону, да, если вы про собак пишете законы, а почему нет такого понятия, как стая? Потому что одна собака это, да, это хорошее, нормальное животное. А когда это стая, это, извините меня, это взрослому мужику-то трудно отбиться. Когда стая, там уже надо, извините меня, уничтожать. Я тоже люблю собак. Все любят собак. Но то, что закон этот сделан, как бы есть вопросы к нему. Да. То есть мы сейчас думаем, как отреагировать. Есть предложение написать письмо к Владимиру Владимировичу Путину по этому закону, по вопросам, и по товарищу Бурматову конкретно. Сейчас СВО действительно, вот Ульяна Алексеевна правильно говорит, СВО идет. А тут люди про карман свой, понимаешь, думают. И тут вопрос-то, вот чиновники выступают, они же про деньги все говорят, вопрос-то в деньгах. То есть за чьи-то деньги, извините меня, люди, я понимаю, да, там, кто-то бизнес делает, нормальный бизнес. Да, это бизнес вообще. Да, это надо останавливать. Это бизнес. Поэтому мы думаем, может быть, это и такой трудно сбор контролируемый. подписей не только в республике, может быть, в России провести, о том, чтобы посмотреть на этот закон и на тех людей, которые этот закон придумали. И подумать действительно о защите животных, но тех животных, которые как бы действительно домашние животные. Извините меня, стая это не домашнее животное, это очень опасно. Плюс, потому что у нас на севере мелких собак, вот таких маленьких, уже нету. Нету, их съедают. Надо стая съедать. Кстати, они крупных тоже, очень крупных тоже съедают. Они друг друга уже разделяют. Да, поэтому я боюсь, что это колыхание воздуха, к сожалению, здесь происходит, но надо же действовать. Поэтому я знаю вас и надеюсь, что вы... Не колыхание воздуха. Не колыхание получится. Надо результат, надо же тоже с чего-то начинать. Да, надо результат делать, поэтому я бы пожелал сделать результат. Спасибо. Спасибо большое. Александр Витальевич последовательно тоже организовывал процесс, когда мы движением «Защитим природу Якутии» это формулировали предложения, отправляли. Возможно, вот то, что Госдума какой-то такой ответку сделала, что передала в муниципалитеты, это в том числе общая большая работа и Данчиковой, которая, вы помните, одна из первых подала вопросы по этому закону, и потом в дальнейшем. У нас здесь представители ветеринарного санитарного надзора. Просто можно ли использовать управление для того, чтобы какую-то инициативу по инстанции, по службе, раз у нас ветеринарная служба, как мы уже признали, является крайней, в кавычках, да, то поддержку от федеральной структуры было бы хорошо тоже получить. Потому что все одна служба, и хотелось бы здесь. И вот вижу здесь Осипова Тамара Александровна была отмечена. Возможно, она уже ушла. Она здесь. Она здесь, да? Тамара Александровна, извиняемся, что мы даем вам в числе последних, но федеральные структуры вы как, может быть, резюмирующие, одну из резюмирующих федеральных структур, мы хотим узнать ваши предложения какие-то. Тамара Александровна, вы с нами?
Ну, время-то уже 7 часов, конечно. Ну, смотрите, вопрос. Здравствуйте, товарищ Александр Буршлат, слышно до меня? Слава Владимирович, пожалуйста, можете, я вот озвучил, что вы как федералы в поддержку ваших коллег, департамент ветеринарии, я считаю, республиканский, он многострадальный в этом плане, не в плане того, что коллеги, но вот видно по истории, что что-то делают, какие-то бреши закрывают. Какую помощь могли бы вы оказать в этой части, чтобы у нас в республике обстановка сложилась более такая благоприятная? Спасибо. Ну, я вот поддерживаю наших коллег по чипированию животных, именно что у нас в основном животные увеличиваются не только без владельца, но и домашние животные, которые выкидываются после дачных сезонов, поэтому у нас и поголовье увеличивается. Полностью согласен, что нужно всех поголовно чипировать и регистрировать всех животных. Спасибо. Но так у нас полномочия у нас разграничены, но мы именно смотрим по федеральным законам смотрим и по правилам. По бешенству в основном, по укусам. Так, в этом году у нас было 4 рассмотренных административных дела по укусам. И это с владельцами, а без владельцев мы уже не можем принять меры, и это является уже как бы в управлении ветеринарии или в МВД, как они дополнили свои расследования. Спасибо большое. Но все-таки 4 дела, значит, только 4 укуса. Статистика-то у нас огромная вроде бы. Это с владельцами, у которых установлены владельцы. Нет, в основном было сказано, что укусов большинство это хозяйских собак. То есть, если у нас несколько сот, как? Ну как? Как? 286. 286 укусов? Только по Якутску. Известных, да? Известных. А собаки неизвестных 206. Ну вот, 286 известных случаев с хозяевами и 4 административных. Да вообще, я вот в административной комиссии ни разу не рассматривала. Другие субъекты. А это... вы контролируете. Так, вы можете нам по запросу дать, сколько собак вот, из приюта, основания различные, может и финансовые, может это бизнес, улетело из Якутска в другие регионы, России и уехала, мы знаем, по авто. У вас есть такие данные? Так, ну да, есть, должны быть. Этим занимается у нас отдел публичного ветеринарного контроля на границе дорог и транспорта. Есть данные, отработают. Я думаю, что спасибо, вы нам поможете, если мы запрос сделаем, но очень важно вообще движение. Вот спасибо большое. Так, коллеги, у нас тут еще были записаны общественные советы, если они есть. Я вот общественный совет при Министерстве экологии, Светлана тоже там. Мы, в принципе, данный вопрос давно обсуждали, а сейчас уже мы устали, честно говорить, то, что мы раньше говорили. И можно сказать так, мы же вам говорили, мы же вас предупреждали. И Закира Петровна, член общественного экологического совета, сколько предложений, мы максимально все, что могли делать, мы поддерживаем ситуацию, по которым плотность мы должны только вот через закон, разработанный депутатами, той большой работы, которую мы вместе проводили, только так можем понять. Меня вот обрадовали цифры, которые Геннадий Владимирович сказал, есть потенциальное 30-40 снижение бюджета возможно. И я считаю, это ключевая вещь, которая вот нас, как таких людей, связанных с государством, в том числе, должно понимать, двигать. Эти деньги можно потратить на другое. В каком механизме, то есть вопрос, да? Как это происходит снижение? Ну, снижение будет уменьшаться численности, не 3,5, не 4,5 будет уменьшаться. Не пройдет. Но они же наоборот планируют увеличение. Если у нас не пройдет вот это... Да, можно добавить? Было сказано, это снижение будет, если будет действовать закон. Я же было сказано. Ну, давайте, если у бабушки что-то не было, то это другое. Давайте так. Можно дать комментарий Нерюнгинского района по поводу снижения? Да. У нас сохранилась статистика, значит, вот до того, как вступил этот закон в силу,
мы занимались регулированием животных, когда республика давала средства на клетки, да, для передержки. Животное там 10 дней передерживалось, и потом, если не было хозяева, оно умерщвлялось. Да. Так вот, по статистике, в 2017 году в Нерюнгринском районе было отловлено почти 1500 собак, а выделено на это было всего лишь 3,5 миллиона. В 2018 году было отловлено практически 1880 с лишним, и выделено всего лишь около 2. То есть цифры, они вообще несопоставимы с теми, которые мы сейчас получаем, да? С теми, которые мы отлавливаем. В 2022 году отловили 330 и получили на это 10 миллионов. То есть результат в деньгах будет 100%. Если нужно, мы свою статистику вам в этом вопросе предоставим. Да. Я хочу, что мы поддерживаем вопрос с тем, что закон республики, который был принят, да, который сейчас оспаривается, он должен работать. И я хочу сказать, и подписываюсь под каждым словом коллег с Якутска, что по, значит, увеличению штрафов, что по отловам, что по чипированиям и по всему остальному. Если будет готовиться такая законодательная инициатива, мы готовы подписаться. Спасибо большое. Спасибо. Ну мы, вот, уважаемые коллеги, перед тем, как мы попросим через наш аппарат, чтобы вот вы уже подготовились, спасибо. Вот эти документы вышлите нам официально, чтобы мы их приложили, потому что это уже на самом деле маленькое СВО у нас внутри Якутии с людьми, которых слишком любят собак больше, чем надо. Вот именно, больше, чем надо. Собак надо любить, но больше, чем надо, их не надо любить. Ну это либо диагноз, да. И либо... поэтому, да, мы должны подготовить документы. И на самом деле, вот каждый из нас может выступить, чуть-чуть хуже, чем Ульяна Алексеевна, и вставить пистоны кое-кому куда надо. Но мы вот сидим за президиумом. Вячеслав Семенович, я вернулся. Вячеслав Семенович, я хочу сказать, что вы тоже насчет ужесточения и утяжеления штрафов в отношении именно владельцев. На сегодня в Чульмане, насколько я помню, да, зарегистрировано 20 и провакцинировано, да? Насколько эта цифра поменялась, но я не знаю. Но я больше скажу. Я в 1974 году пережил эпизод бешенства в Чульмане. И я помню, какая у меня осталась эта травма. Как этот гарь стояла, как стояли эти визги, и какая-то кровью все было залито, и мне было всего 10 лет. И я вам хочу сказать, что вопрос не в законе, и вопрос не в финансировании, а вопрос именно в том, что ветеринарная служба, и это правильно, что в отличие от России здесь она отвечает. И это очень качественно сделано в этом отношении, что предметом ведения определена в предметы ведения именно департамент ветеринарии. Еще раз повторяю, вопрос не в финансировании, вопрос не в этом всем, не в законе даже, а вопрос в том, что это все чревато такими травмами. И когда вы сейчас, вы не замечаете, вы же не знаете ситуацию, как на местах все это происходит уничтожение, отлов. Еще раз настаиваю на том, что вы должны еще и думать о том, что травмируете детей. На их глазах все это и происходит. Я свидетель, у меня ребенок во дворе выгуливал свою собачку на поводке, перед ним тоже произошел то ли отлов, то ли убийство, непонятно, но собака выжила. И он с таким ужасом мне все это рассказывал. Даже представить себе не можете, что происходит. И я считаю, что департамент ветеринарии не дорабатывает. Также вы не услышали, и я не услышал от Минфина по поводу того, насколько эта нагрузка тяжела. И еще раз настаиваю, чтобы прокуратура занялась нормативкой. У вас численность и методики по ней, они все равно вам будут нужны даже при изменении и отменении этой самой знаменитой второй части, которую Верховный суд приостановил. И я хочу сказать, что не надо скатываться в неправовое государство. Вы так прямо и далеко можете дойти. Все, спасибо. Хорошо, спасибо большое. Коллеги, я предлагаю, наверное, все-таки мы всех, кого приглашали сегодня, постарались выслушать. И те вопросы... Нет. То, что можно было, сегодня мы постарались немножко хотя бы поднять. Мы сегодня для себя ставили задачу уйти от эмоций, хотя тема нашей встречи очень страшная. Очень страшная тема. Мы постарались уйти от эмоциональной части, а просто поговорить о том, какие есть законы и как нам сделать так, чтобы нам всем выжить. Кто-то на той стороне нашего телемоста тоже хочет
я думаю, что хочет завтра проснуться и со своими родными и близкими тоже так же повстречаться и встретиться. А в такой ситуации, какой попал ребенок, может оказаться каждый. Потому что впереди нас ждет тяжелая длинная зима. Поэтому давайте все-таки посмотрим, объединим все усилия, не будем строить баррикады друг против друга. Объединимся все-таки и найдем общие пути для того, чтобы нам идти вперед уверенно и каким-то общим, с общей одной идеей. Кто виноват? Какие пути найти? Ветеринария, не ветеринария, администрации местные или что-то? Я думаю, что есть закон республики, над которым работают депутаты. Мы должны все вместе объединиться для того, чтобы выработать общую линию. Все, я благодарю всех за работу. Будут какие-то дополнительные предложения. Я вот вижу, что и администрация, вот у нас Александру Михайловичу мы не давали слово, да, вот очень хорошо, большое спасибо администрации Нерюнгри, что вы подключились, дали очень интересные материалы нам. Все, что есть, пожалуйста, по этому вопросу мы ждем ваши предложения и от министерств информацию для того, чтобы мы могли подготовить единый общий протокол и резолюцию. Ну, еще вот здесь поступил вопрос, спрашивают середины июня. Не уходите, товарищи, у нас есть предложение, чтобы вас зоозащитники знали в лицо, мы сделаем общее фото. Не пугайтесь. Не, не пугайтесь. Меня на встречу зоозащитника пригласите, пожалуйста. Хорошо, Я сегодня не успела высказаться, но я с удовольствием с ними поговорю. Хорошо. Здесь интересный вопрос. Это середина июня. Это очень некрасиво поминать людей, которые отсутствуют. Нет, но мы сказали, что вы у нас увидите, это же фото. Сколько собак было гуманно умышлено по этому закону, вот спрашивают. Я не могу вам ответить, наверное, мы запросим. Чтобы это не было как бы конкретный факт. Можешь ответить, Да, ни одна интернет, собака, Михаил Михайлович. Нет, Ни да? одной собаки. Значит, еще нету. Закон не работает пока.